Ну-ка. Ирина, а это микрофон. Добрый день, дорогие дачники, садоводы и огородники. Мы продолжаем наши занятия клуба садоводов-любителей «Родная земля». Сегодня у нас очередное занятие. Перед вами опять сегодня выступят Богатов Владимир Алексеевич и Кулиш Лариса Григорьевна. Давайте дадим им слово. Пожалуйста. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о борьбе с вредителями садово-ягодных культур. Но сначала мне бы хотелось сказать о некоторых убеждениях садовников. Допустим, у нас один садовод считает, что бороться с вредителями и болезнями сада не надо. Пусть 30% урожая заберут вредители и болезни, зато 70% экологически чистого урожая, это мне хватит. Но я хотел бы напомнить, что не всегда так получается. Был случай, когда яблоневый цветоед, на моей памяти, полностью весь урожай яблок уничтожил яблоневый цветоед. Там 70% вообще там не было. Также манилиоз тоже на вишнях, это болезнь, тоже это самое унесла урожай вишни. В общем, я считаю, что эта концепция, что ничего никогда не надо опрыскивать, это неправильно, я так думаю. Потом еще есть такое убеждение. Один садовод, он говорит, я весной весь сад обрабатываю корадой, весь, все кусты, все растения, и у меня все это самое, нет никаких вредителей и болезней. Это тоже не выход из положения, я считаю. Во-первых, зачем обрабатывать такие растения, как лимоний китайский, у которого нет вредителей, это жимолость съедобная, нет вредителей. Актинидия каламикта тоже ни вредителей, ни болезней. Эти обработки такими сильными препаратами, как корада, которые используются для колорадского жука, это очень сильный яд, очень сильный препарат. Это все-таки будет может сказаться на нашем здоровье. Это тоже. Еще я потом скажу, как я считаю, надо бороться. Лучше сразу. В общем, мое убеждение такое. Мы, как большинство, сторонники органического, биологического земледелия. Но один раз, или осенью, или ранней весной, нужно обработать сильным раствором, допустим, 3% раствор это медного купороса от болезней, искореняющее опрыскивание. Также можно один раз весной во время распускания почек обработать инсектицидом, допустим, интавир, искра, двойной эффект, этим или другими препаратами, но только один раз. А потом можно пользоваться препаратами органического земледелия. И еще что хотела сказать. То, что рекомендуется, какие есть рекомендации, я буду о них говорить. У нас погода меняется. Одно лето у нас бывает дождливое, там один вредитель пошел, допустим, другое лето другое. И не нужно так слепо следовать инструкциям. Нужно смотреть на погоду, на климат, на свой участок и обрабатывать в зависимости от распространения этого вредителя, в зависимости от погоды и сезона. Насчет вредителей хочется сказать, что о тенденциях. Какая тенденция? Вредителей становится все больше, больше и больше. Почему так происходит? Первое, я скажу, допустим, завезли картофель. 250 лет мы жили, как говорится, не зная беды, выращивали этот картофель. Но потом все-таки Сначала, значит, мы интродуцент, картофель мы привозим,
и через какое-то время все равно вредитель, он это тоже пришел, колорадский жук. Это вот одна тенденция. Вторая тенденция, ну это, допустим, мы сажаем такие культуры, как вот лимони, как тениди, вот я жимолость сказал, что нет вредителя. Но со временем наши насекомые, вредители, с ними знакомятся, вот с виноградом та же история, и они начинают поражать те культуры, которых у нас еще не было. То есть культуры появляются, вредители эти культуры не знают, никогда не видели, и поэтому они их не трогают. Но это не навсегда. Проходит какое-то время, постепенно им начинают нравиться вот эти культуры, которые мы посадили у себя в саду, и переходят на них. Вот две тенденции. Третья тенденция. Наши же вредители, которые испокон веков жили у нас, начали расширять свой ассортимент, меню свое расширяют. Вот, допустим, личинка майского жука. Майского жука знают все, и уже многие познакомились с его личинкой. Такая жирная белая личинка. Если раньше весь цикл развития майского жука был на березе, то есть жуки ели листья березы, и потом это самое откладывали яйца, под землей вылуплялись личинки, и они ели кончики березовых корней, мягкие, белые, ризоиды называются. Вот корень сначала толстый, потом утончается, а вот конец вот такой тонкий, беленький, вот как раз личинки майского жука их и едят. Ну и что дальше? Они раньше никогда не нападали на садовую землянику, а сейчас уже некоторые, но мне часто приходится бывать на разных участках, особенно у которых рядом лес, очень сильно повреждают корни земляники. Не только земляники, они уже начали повреждать наши яблони. Вот мы идем с одним нашим садоводом, фермером, по участку, и вот он заметил, что яблоня что-то наклонилось, двухметровая. Взял эту яблоню, а она вышла из земли, и корней нету, одни култышки. Одни култышки, и это самое, это все майский хрущ. Он уже начал есть это корни яблони. Дальше вот у меня случай был, тоже раньше такого никогда не было. На одном участке погибает, пожелтели 6 кедров. Ну, первое, что я, как обычно всегда делаю, поливаю, полив. Не помогло. Если желтеют, возможно, грибковые заболевания. Я начинаю обрабатывать фунгицидами. Не помогает. Потом все-таки проверил, вытащил я этот кедр сибирский, и оказалось, корней у него нету. Одни култышки толстые, короткие. И у каждого кедра, что интересно, по одной личинке. Как они вот четко работают. И другие вредители, про которых буду рассказывать, точно так же. Почти все вредители это действуют. По одной личинке на один плод. И майский хрущ тоже то же самое. По одной личинке на одном это самое растение кедра. Но раз я вот сейчас вспомнил про майского хруща, также скажу, как с ним бороться. Потому что вопросы такие задают, что с ним делать, как с ним теперь бороться. Он действительно уже начал вредить сильно. А бороться, в принципе, несложно. Вы берете аммиак, это на шатырку, пузырек в аптеках продается, примерно там в пузырьке 600 мл, разбавляете на 2 ведра воды и поливаете. Это, допустим, садовую землянику. Если же вы хотите уничтожить личинку майского хруща на кедре, на яблоне, тогда нужно, я как делаю, я протыкаю почву сначала штырем, проволокой протыкаю сильно, а то я пол-ведра, допустим, налью, и у меня все будет наверху. А нужно мне, чтобы препарат дошел
допустим, до 30 до 40 сантиметров вниз. Делаю это дырочки проволокой, такие или штырь какой-то металлический, и потом лью, и препарат попадает ниже. Таким образом он уходит, он не переносит аммиак. Вот я вам рассказал вот про 3 тенденции. Вот осы тоже, вот они раньше не нападали, они начали нападать. Потом птицы тоже наши. Раньше Викторию не поедали, не поедали это самое виноград, а сейчас это уже сплошь и рядом. Ну, сейчас я расскажу про виноград. Сначала мы не знали горя. У нас, кстати, лекции про виноград будут еще впереди, и несколько лекций. Здесь как бы будет школа, начинающая виноградаря в нашем клубе проводиться. Про все вопросы постараемся раскрыть. Осы на винограде. Раньше они не ели виноград, как я сказал, не были знакомы. Сейчас познакомились с виноградом, и активно они вредят нашему винограду. Как бороться с осами на винограде? Вот я считаю, надо подходить к этому комплексно. Во-первых, надо найти гнездо, осиное гнездо. Осиные гнезда видели все. Это в сарае, почти очень часто. В сарае, в доме на чердаке, в любом строении, там в бане на чердаке можно найти осиное гнездо, уничтожить осиное гнездо. Это уже полдела вы сделали. Далее устанавливаются ловушки. Вот очень простая ловушка. Полуторка банка это разрезается, переворачивается. Выше подними, внизу, может, не видно. Это переворачивается, и осы здесь наливается или старый компот, или квас. Осы очень любят это дело, и они сюда будут забиваться, а выйти отсюда не могут. Здесь две веревки. Проткнуть и на 2 веревки повесить. Это ловушка. И в эту ловушку они будут собираться. Потом нужно убрать источники воды. Это на участке как-то их закрыть. И оставить одну поилку для ос. Оставив одну поилку, вы туда добавьте актофит. И осы будут пить воду, потом постепенно погибать сами, и будут они поить свой приплод, свои личинки, они тоже будут погибать. Вот, это значит, мы уничтожаем их таким образом. Можно еще третий вариант. Можно их опрыскивать. Опрыснуть, для этого можно использовать уксус, допустим, яблочный уксус, разбавить с водой и опрыснуть виноград. Он будет их отпугивать. Потом есть такой препарат ПАВ, прилипатель из хвойных растений, экстракт. Он тоже отпугивает ос, и они не садятся. Ну и самое последнее, что делают, это одевают мешочки. Мешочки такие, сеточки одевают на каждую гроздь. Ну, конечно, при таком случае они все равно часть, то, что лежит, сетка лежит на ягоды, они будут это поедать. Потом можно использовать актара. Брать старые арбузы, опрыскивать актарой, они арбузы очень любят, и тоже будут их поедать, и таким образом они погибнут. В общем, бороться можно. Вот я говорил то, что новые вредители, птицы тоже начали. Раньше не нападали на виноград, сейчас они достаточно бывают, поедают большое количество ягод. Одна стайка прилетит, она много может уничтожить. От птиц нужно уже небольшие сеточки, а сети по краям. Вот, допустим, виноград растет, да, и в нижней части сетку, и с этой части сетку. Рыболовная сеть, так скажем, для понятия. И они уже потом не могут туда, сеток это птицы боятся.
Вот я сказал, что новые вредители, допустим, даже появился, очень смешная история произошла, ну как, со стороны интересно. Шершни, тоже понравился виноград. Понимаете, шершень садится на виноград всеми своими 6 лапками, поедает, это срезает виноград, значит, это самое срезает, и потом с этим виноградом целым улетает. Шершень он крупный, он может целую виноградину взять и с виноградом улететь. Это вот такие интересные такие случаи бывают. Так, ну сейчас вот коснемся вишни, вишневый долгоносик. Вот, включите, пожалуйста. Все у этого почти поголовно, у всех мы видим поврежденные ягоды вишни. У них такие дырочки и такие уродливые. Каждой вишне есть ямка. Вот кто это делает? Это делает яблоневый цветоед. Это с 2007 года, это вот массовый характер приобрело. Жук этот очень мелкий, он от 5 до 9 миллиметров, но вред наносит большой. В общем, он выходит из-под земли, и когда температура повысится, это порядка там 5 градусов, 10 градусов, они уже начинают свой лед. И тоже они по одному яичку откладывают на каждую вишню. По 2 яичка на одну вишню не откладывают. И один долгоносик может отложить 150 яичек. Потом вылупляется отсюда из этого яичка гусеница. Она приедает еще мягкую косточку, выедает всю эту косточку и потом переходит на другие вишни. И вот так вот. Потом, значит, падает и окупливается. И так, в общем, зимует. Перезимовывают они в почве. Вот меры борьбы какие? Раз перезимуют в почве, то надо почву перекопать осенью. И они за зиму вымерзнут. Дальше, перед цветением, когда начинается вылет перед цветением, нужно стряхивать ветки при температуре, когда ниже 10 градусов, они в сонном состоянии находятся, и постелить целлофан и встряхивать. Во время созревания плодов вот эти вот надо падалицу всю собрать в какую-то тару, внизу тару там пленку постелить, и потом они все выползают в этой таре из поврежденной вишни, и потом их уничтожать. Химические меры борьбы – это в фазе обособления бутонов это опрыскивать кинмиксом опрыскивать. Вот следующий вредитель яблоневый. Сам листать там. Да, конечно. Следующий вредитель яблоневый цветоед. В общем, он поедает наши бутоны. Это тоже жук, долгоносик, маленький такой. Он садится на бутоны, не раскрывшиеся еще ранней весной. Потом вылупляется личинка, съедает пестики, тычинки, зависть, все поедает. Потом окукливается внутри. Еще она сначала делает домик. Вот этот пораженный цветок становится таким коричневым, он своими экскрементами как еще заклеивает, и был бутон, и станет такой коричневый домик. И в этом коричневом домике он начинает окукливаться. Ну да, с самого начала надо было сказать, речь идет о насекомых с полным циклом превращения. Может быть, просто не все знают. Это 4 цикла. Один цикл, первый цикл – яйцо,
Второй цикл – это значит гусеница. Третий цикл – это куколка. И четвертый цикл – взрослое насекомое. И мага еще его называют взрослое насекомое. В основном вот эти наши перечисленные, которые вот сегодня я говорил, вред наносят гусеницы. Они очень прожорливые, потому что они растут. А вот бабочки и жуки, они это самое, у них аппетиты поменьше, потому бабочки вообще не вредят сами, а жучки, они не растут, и поэтому большого вреда не наносят. Вред от гусениц. И вот, вот эти вот поврежденные бутоны, как я сказал, не раскрываются, и коричневые такие остаются. После окончания цветения, через 2-3 недели жуки выбираются из колпачка и 10-15 дней питаются листьями. С началом листопада перебираются в места зимовки к осени. Ну, в прохладную погоду они могут повредить от 70 до 100% бутонов. Как я сказал, был у нас один год, когда они съели весь урожай яблонь, весь буквально. И поэтому, если ничего не делать, можно потерять весь урожай. Надо смотреть, на какие это самые ситуации у нас с насекомыми вредителями, и потом уже поступать, соответственно. Следующий вредитель. Я сегодня взял тех, которые наиболее распространенные, которые каждый сталкивается на участке. Но есть вредители, которые мало повреждают или не так широко распространены, а вот эти вредители, они буквально уже всех уже достали вот этим вредом, который они наносят, очень большой. Вот рано весной до набухания почек – это для борьбы с цветоедом. Вот яблоневый цветоед. Это я рассказал, ведь цветоед, да? Это плодожорка. Яблоневая плодожорка. Яблоневая плодожорка – это наши червивые яблоки. Червивые яблоки, они есть у всех. Кстати, что интересно, червивые яблоки в Германии стоят дороже, чем яблоки неповрежденные гладкие. Это значит показатель того, что там, если червивое, то значит яблоки чистые, их не обрабатывали. Так, ну это так, к слову, если обрабатывать не будем, вообще без яблок останемся. Что-то надо делать. Так, они, значит, после цветения вылетают, эти бабочки, при температуре до плюс 15 и откладывают мелкие яйца на листьях и завязях плодов. Потом, через 7-10 дней, плоды вгрызаются в плоды, эти личинки. Они проходят это мякоть и в семена. Для них самое вкусное – это семена. И поэтому наши червивые это яблоки, они прогрызены до самого центра и съедены семена. Яблоневая плодожорка может уничтожить 90% урожая. Поврежденные плоды падают на землю, из них выходят гусеницы, заново поднимаются, вгрызаются в другое яблоко, и так одна гусеница может уничтожить 5 яблок. А гусениц, вот эти вот, яиц откладывают тоже больше 100, их очень много. И потом к осени гусеницы в укромных местах плетут кокон, точно так же, как тутовый шелкопряд, из которого добывают натуральный шелк. Вот у них тоже такой же кокон из тончайших нитей плетут. Он очень крепкий, и там они перезимовывают. И вот, новое поколение, в общем, они прячутся в укромные места, зимуют в коконе, и потом вылетают бабочки. Этот цикл может несколько раз повториться. Как я сказал, зимуют в коконах они. Так,
Но агротехнические меры борьбы нужно это перекапывать почву и тоже стряхивать. И потом вот эти плоды червивые надо убирать. Почаще надо их убирать, чтобы они не оставались. Далее ловчие пояса. В книжках вы видели, это что за ловчие пояса? Это из мешковины. Вокруг ствола завязывают нитка сверху, нитка снизу, примерно 40 сантиметров от земли. И гусеницы будут туда заползать. И там они будут окукливаться, и вы их можете, вот этот вот пояс снять, все собрать и их уничтожить из-за пояса, из-под пояса. Потом еще метод простой. Продается клей, очень сильный клей продается, альт вот называется, он в магазинах везде есть. На ствол вы обматываете сначала бумагу, и на бумагу вот это вот наносите этот клей, липкий клей. И через этот клей не могут подняться наверх ни гусеницы, яблоневые плодожорки не могут, яблоневого цветоеда не могут подняться, и вишневого долгоносика. Используйте клей, обматывайте, чтобы меньше использовать химических препаратов. Потом баночки-ловушки. Вот эту вот баночку-ловушку тоже опять же можно использовать. Так, потом также нужно перекапывать почву, чтобы они за зиму замерзали и к весне не оставались. В общем, вот такие меры борьбы. Ну, Еще одна бутылочка. да, помню. Так, потом еще используются химические препараты, артелик, фуфанол, вот эти вот препараты. Во время лета, когда начинается лед этих бабочек, гусениц в яблоке вы не убьете, не сможете. Хотя в литературе пишут, опрыскивать яблоки, это нереально. Опрыскивайте во время лета вот этот бабочек. Яблоня начала цвести, через где-то 10 дней начинается лед, и вот начинаете их опрыскивать. Опрыскивать химическим препаратом. А зря яблоки опрыскивать, я считаю, что это не нужно. Можете использовать биологические препараты, фитоверм, битоксибацилин, потом липидоцид, вот актофит, акарин. Этими препаратами вы вреда не нанесете. Если используете химические препараты, то за 30 дней до сбора урожая, не это самое, нужно прекращать обработку. Это период ожидания называется. Вот еще. Вот наши помощники, птицы, я вот хочу сказать о воробьях и синичках. Они все-таки и гусениц, плодожорок собирают, едят, нам помогают. И я считаю, что им тоже надо помочь. Вот сейчас зимой можно на кухне взять, вот очень просто, берется бутылочка, вот прирезается окошко, а сюда я толстую изоленту положил, чтобы лапкам было не больно. И все, и сюда вот насыпаете корм. И синички, воробьи прилетят. То же самое можно сделать на даче. Вот смотрите, вот, ничего сложного нету. Почему это еще? Это на даче тоже вешают это самое зимой. Зимой все равно 1-2 раза приходите на участок, сделайте вот такую вот кормушку и используйте. И в такие холода, вот, которые сейчас у нас стоят, бывает, что за зиму до половины воробьев и синичек погибают. Голуби у нас ночуют на чердаках, голуби переносят, а синички и воробьи погибают. А сытые птички, они не погибают. Погибают только голодные. И вот такая вот просьба вот у себя на кухне вот так вот вывесить вот такую кормушку, чтобы у нас весной, чтобы не было той ситуации, которая, все знают, была в Китае, когда уничтожили воробьев и синичек. Надо их беречь. Ну, тут вот основные, я за такое короткое время только смог сказать об основных вредителях, которые всем, кстати, уже наносят большой вред на наших участках. Все.
прежде чем мы будем говорить о томатах, я хочу сказать, что прежде всего вы должны определиться, какие томаты вы будете выращивать. Есть томаты индетерминантные, это высокорослые, у которых не ограничено рост. Они могут расти до 5 метров. И детерминантные, это, условно будем говорить, это низкорослые томаты. Вот это вы должны знать для того, чтобы определиться, где вы будете сажать, как вы будете их сажать, чтобы у вас не получилось, что высокорослые растут на юге, а низкорослые на севере, и они закрывают друг друга, и таким образом это повлияет на ваш урожай. Мы уже говорили о семенах, и сейчас вот я хочу сказать, значит, как мы готовим семена, прежде чем выращивать рассаду, а все томаты в нашем регионе мы выращиваем рассадным способом, через рассаду. Вот я таким образом готовлю семена, то есть я погружаю, расфасовываю их по сортам и погружаю в снег. И вот они у меня так тают вместе со снегом дома. Дальше я обрабатываю томатом каким-нибудь стимулятором. Чаще всего это сок алоэ, 1 к 1, сок алоэ и столько же воды, либо использую, есть HB101, очень хороший препарат, натуральный, я его тоже применяю. Вот выдерживаю определенное время, а после этого уже высаживаю в грунт. Как семена готовить, мы уже об этом говорили с вами на одном из занятий. Почему я показываю вам эти томаты? В прошлом году и на предыдущих занятиях, и в роликах, которые я вам сегодня, ролики, которые разместила в нашем клубе садоводов ВКонтакте, в Одноклассниках, есть ролик, который подробно рассказывает, как выбирать томаты для получения семян. Это нужно выбирать женские. Таким образом, если вы сами готовите семена томатов, то из года в год вы не потеряете основные сортовые качества томатов. Вот видите, такая продолговатая полосочка, там, где был цветок. Да, вот такие томаты нужно выбирать на семена. Вот это я вам показываю те томаты, которые я оставила на семена. Обратите внимание, это разные сорта, но все они вот имеют специфическую форму. Почему показываю этот томат? Вот томат 846 граммов вы видите, и вроде он по всем признакам подходит для того, чтобы получить семена, но не рекомендую вам выбирать крупные томаты на семена, выбирайте средние томаты. Вот еще один томат. Дальше, видимо, он будет. Видите, все томаты, которые сортовые, опять я вам хочу сказать, это не гибриды. Если вы сами готовите семена, то обращайте внимание для того, чтобы выбрать именно женские семена. Вот они имеют примерно такой вид. Вот тоже томат 922 грамма вырос. Почему показываю? Не нужно такие крупные томаты выбирать на семена, потому что они будут давать очень много. Если вы обращали внимание, такой бывает махровый цветок. Вот этот цветок даст вам уродливый плод, и его нужно, забирает очень много силы, и это повлияет на урожай. Вот этот махровый цветок нужно удалять еще во время цветения. Так, следующая папочка. Откройте. Далее мы будем говорить о рассаде. О рассаде мы уже на одном из занятий с вами рассматривали рассаду. Да, я только на отдельные штрихи, конкретно, что касается томата. Вот я когда-то показывала вам этот ролик, эти фотографии. Вот эти фотографии после пикировки томатов я рассаживаю в
в другую тару, по одному уже, да, и 2-3 дня нужно держать в тени, нужно убирать с подоконника. Вот у меня стоит просто на диване и вот такой теплый матрас. Ну, я не знаю, уже те условия, какие у вас есть, складывается. Он с регулятором, я ставлю температуру где-то около 25-30 градусов в этом промежутке. И вот они так 2-3 дня стоят, а после этого я уже перекладываю их на балкон. Теперь еще, вот если вы обратите внимание, если это видно, это с балкона я фотографировала рассаду. Видите, такая из фольги, это пленка, да, можно обычную фольгу. Я использую, знаете, для бань продается вот такая с фольгой утеплитель. Для чего ставлю? Для того, чтобы свет отражался в фольгу и как бы рассеивался. И таким образом постоянно не нужно вращать эту рассаду, и все растет равномерно, чтобы не наклонялось в одну сторону и они не тянулись к свету. Вот видите, здесь подсветка, использую фитолампы. При выращивании рассады нужно обращать особое внимание на то, чтобы достаточно было света. Вот у меня на окне есть обычная лампа дневного света и фитолампа. Видите, рассада невысокая, я не могу вам сейчас сказать дату, но это конец где-то апреля, ну, середина апреля вернее, потому что в конце апреля я уже увожу на дачу и в хорошую погоду даже высаживаю, несмотря на то, что у меня нет парника. Вы видите такой фиолетовый цвет. Здесь еще на что обращу внимание при выращивании рассады. Я использую обычные молочные пакеты для высокорослых томатов, для индетерминантных, для крупных томатов, которые дают мне крупные плоды. Почему? Значит, тоже я пришла уже, ну, из опыта и использую опыт других овощеводов. Я стараюсь, чтобы томаты еще во время выращивания рассады нарастили корневую массу. Вот особенность такая, как только мы досыпаем земли, все обратили внимание, что у томатов стволик такой как бы покрыт весь тоненькими волосками, да, пушистый такой. Так вот, это будущие корешки. Как только попадет влага, они сразу же дают корневую систему. Так вот, особенность такая, я досыпаю землю, и в это же время начинает развиваться корневая система и приостанавливается рост листовой массы. И так постепенно я наращиваю вот весь пакет, досыпаю землю, поднимаю, и весь пакет практически заполненный землей мне дает корневую систему. И тогда высаживаю уже в грунт. Если я посажу в грунт, томаты начинают быстро цвести и быстро плодоносить. А я уже вам говорила, у меня нет парника, поэтому знаете, какое у нас лето. И вот я ориентируюсь на то, чтобы мне быстро получить хороший урожай. Вот поэтому. А если томаты, знаете, переросшая рассада, да, я тоже через это прошла, и сажать наклонно, знаете, да, если переросшая рассада, вот ее там ветром болтает и прочее, прочее. Так вот, для этого начинает развиваться корневая система на всем углублении, сколько мы заглубили рассаду, и замедляется рост томатов, и вы примерно опаздываете на 3-4 недели с получением урожая. Вот еще, видите, тоже в стаканах, это на балконе растет томат. Да, следующий момент. Значит, примерно за 2 недели до высадки в грунт я увожу на дачу, это вот апрель месяц, для того, чтобы рассаду приучить к солнечным лучам, к открытым солнечным лучам, к солнышку, так называемая закалка. Томаты, в отличие от перцев, они выдерживают до плюс 10, 8 и даже до 6 градусов
конечно, не нужно долго держать, но факт остается фактом. Таким образом вы закаливаете рассаду. Так, следующий, пожалуйста. Что хочу сказать еще о рассаде. Значит, поливаю я рассаду, я вам уже говорила, но в отличие от перцев, рассаду поливаю, еще добавляю банановую кожуру. Настаиваю банановую кожуру, примерно кожура от одного банана на литр воды, и вот поливаю. Дальше. В этом году хочу попробовать, прочитала, но очень многие хвалят, отвар. Вот картофель в мундире сварили, но без соли. И вот попробуйте. Тоже, вы знаете, в картофельной кожуре особенно содержится много калия, да, а томаты любят калий. Да, этой водичкой поливать томаты. Так, что еще дополнительно? Ну, а все остальное так же, как мы относимся к любой рассаде, и я вам ранее рассказывала о том, как выращивать перец, рассаду перца. Вы можете посмотреть предыдущие наши занятия. Так, дальше. Перед посадкой в грунт рассаду примерно за 2-3 дня я убираю нижние 2-3 листочка, чтобы для них удаление листьев – это стресс. Листья я убираю на протяжении всего вегетационного периода. А вот чтобы не было стрессом и высадка в грунт, и обрезание листьев, я делаю это примерно за 2-3 дня до высадки в грунт. И за сутки до высадки в грунт тоже от стресса опрыскиваю эпином. Есть прекрасный препарат, его используют и для замачивания семян, но вот я использую его вот в этот период. Так, следующий момент. О рассаде я все сказала. Перед высадкой в грунт, можно сделать это еще, когда рассада находится в стаканчике, либо через 2-3 дня после высадки. Но дело в том, что когда вы уже высадили, наклоняться неудобно, поэтому я делаю, как правило, тоже за 2-3 дня, когда убираю вот листочки, я протыкаю стволик вот такой, если это видно, вот такой медной проволокой. Вот это 3 сантиметра. Вот мне муж нарезал, видите, вот припас столько проволочки. Я протыкаю стволик для того, чтобы томаты, медь дает предотвращает заболевание фитофторой. Вместо того, чтобы обрабатывать разными химическими медисодержащими препаратами, я использую вот такой простой способ. Протыкаю стволик томата обычной медной проволокой. Я дала вам ролик, посмотрите внимательно в том ролике, который есть на странице Одноклассников и Контактов. Не получилось выложить ссылки вот у нас на странице библиотеки, я пока не понимаю почему, видимо, это YouTube не разрешает выкладывать какие-то ссылки, но факт остается фактом, поэтому мы пользуемся тем, что у нас есть. Итак, посадка. Все, мы приготовили рассаду для посадки. Вот этот ролик, если можно, там увеличить. Вот поднимите, чтобы они могли увидеть. Я не знаю, не очень хорошо видно на картинке, почему я показываю. Каждая картинка, я ее предварительно посмотрела для того, чтобы, видите, достаточно. Обратите, теперь поиграйте так с картинкой, чтобы вверх видно было чашку там. Вот видите, лук растет, да? То есть вот это момент, когда я посадила горчицу, эту горчицу состригла, да? И для мульчи, и взрыхлила землю. Но вот видите, лук еще остался. Значит, я под каждый кустик томатов сажаю лук. Во-первых, у меня зеленый лук, а во-вторых, это предотвращает томаты тоже от различных заболеваний.
Вот видите, картинка такая, у меня томаты стоят как бы в зеленой такой, зеленым одеялом покрыты, да? Это горчица, обычная горчица, которую мы сажаем после сбора урожая. Что дает мне эта горчица, для чего я это делаю? Я это делаю для того, чтобы, во-первых, горчица закрывает немного ноги, если холодно, им более тепло. Второе, горчица, она подтягивает азот с более глубоких слоев и дает, как бы, мне не нужно подкармливать дополнительно азотными удобрениями, горчица их кормит, дает им азот для такого сильного роста. Если вы обратили внимание, видите, листочки такие яркие, зеленые, плотные, красивые, она не перерастает, рассада, да, и в то же время. И третье, что дает горчица, я ее срезала, корешки там работают, разлагаются, дают дополнительное питание этим червячкам, которые перерабатывают, дают дополнительный гумус, дождевые черви работают, это дополнительное питание для растений, и в то же время это закрывает, подстилочка такая закрывает от пересыхания почвы. Это я уже рассказываю о технологии выращивания томатов. А горчицу сеять сразу после... Так, хороший вопрос. Значит, горчицу по-разному. Бывает так, что я сею, когда прогреваю землю, и потом просто делаю лунку или ямку для посадки, да, и уже сажаю по выращенной горчице, которая взошла. А иногда я сажаю рассаду и потом рассыпаю горчицу. То есть и таким способом пользуюсь, и другим. Что-то у меня не листается или больше нет. Так, что еще по технологии выращивания? Минуточку, я тут немножко подсмотрю. Что еще? Нет, там должны быть еще эти, потому что это... Там свекла должна быть, почему-то не листается у меня. Угу. Ага, так, все. Да-да. Так, следующий. Ага, вот обратите внимание, значит, появился этот ролик. Видите, на первом плане свекла. Свеклу также сажаю, как по томатам, так и по картофелю. Значит, что дает свекла? Свекла как антибиотик. Уже горчица разложилась, видите, томаты. Это конец июня, да? Вот такие методы я применяю. Почему показываю эту фотографию? Если вот вы немножко увеличите, то вы увидите красный томат, созревший уже, он как бы треснул немного, да? Трещина бывает как радиальная, так и по кругу. Так вот, почему эти трещины образовываются и что нужно делать для того, чтобы их не было? Это произошло пересыхание земляного кома. То есть ком пересох, а потом либо пошли дожди, либо вы начали обильно поливать, томат треснул и потом продолжал расти. Значит, вот не нужно допускать пересыхание земляного кома. Томаты любят влажную почву. У томатов такая ситуация. Томаты любят влажную почву, но сухой воздух. Вот кто выращивает в парниках, вы знаете. Кто не знает, значит, нужно обязательно проветривать. Они не любят, вот влажная среда позволяет быстро развиваться фитофторе. Поэтому нужно хорошее проветривание, поливать нужно не позже 17 часов или рано утром, чтобы в течение дня вот как бы воздух стал более сухим, чтобы они не уходили в ночь влажными. Так, что на этом томате? Ну, вот это то же самое. Вот видите, бутылки у меня, свекла растет. Еще, если вот вы обратили внимание, да вот здесь чеснок, можно чеснок. Я иногда сажаю чеснок тоже, ну, и на зелень.
его можно, либо это сажаю, если томат на той грядке, где в прошлом году рос чеснок, то вот он выходит так, это тоже полезно для томатов. Так же, впрочем, как и для других культур. Так, еще. Томаты. Вот я привезла прямо с дачи. Видите, какие привезла? Не совсем дозревшие. И хочу сказать, если вы хотите получить большой урожай, то не ждите, когда все томаты, как вот, в специализированных парниках, созреют все. Ну и у кого парники есть. У меня, опять же, парника нет, поэтому я собираю вот в такой технической спелости, они прекрасно дозариваются. Сразу же скажу по дозариванию. Здесь не случайно лежит эта красная ткань, потому что даже присутствие вот такой ткани позволяет им быстрее дозариваться. Если мне нужно, чтобы это быстро они созрели, для переработки, для большой, то вот я ложу ткань, ложу красный томат обязательно, и все остальные, видимо, простите меня, от стыда, наверное, вот, они созревают. Вот это 27 июля. Я запомнила эту дату, хотя не вижу даты, но у каждой фотографии есть дата. Уже я прищипнула макушку, убрала все пасынки, все, и это буду убирать полностью куст примерно через неделю. То есть на неделю я оставила и для того, чтобы убрать. Это старая фотография, видимо, 17 года, но я решила вам ее показать. То есть это тоже. Так, обратите внимание, здесь мульча. Стараюсь постоянно подкладывать мульчу под томаты. Это искошенная трава, это я обрезаю летом виноград, зеленые побеги, то есть все идет в мульчу. Вот так вот. Еще, вот эта фотография 21 июня, я вам обещала, что я покажу. Видите, 21 июня в нашем регионе в открытом грунте можно собирать уже зрелые томаты, если соблюдать, определенную технологию. Это крупноплодные томаты. Видите, их приходится постоянно посынковать. Вот особенно индетерминантные томаты нужно постоянно посынковать. И для того, чтобы собрать хороший урожай, а вы видите, вот здесь неплохой урожай, это середина июля. А вы знаете, у нас в конце июля, я вот знаю, даже 22 июля однажды были заморозки, то есть уже бывают очень холодные ночи, поэтому нужно постараться, чтобы до середины августа хотя бы собрать основной урожай, чтобы они не болели. Видите, стоят зелененькие, не болеют. Постоянно приходится подвязывать, постоянно убирать пасынки. Пасынки убираю уж у высокорослых обязательно. Формирую я в один, если просмотрю, то в 2 стволика. А так, детерминантные, низкорослые томаты я не посынкую. Они отдают мне урожай. И в общем, вот посынковать, кто не знает, видите, убирается пасынок. Это все отростки, которые идут между листьями, да, между стволом и листом идет отросточек, который нужно убирать этот пасынок. Как убирать пасынок? Вот здесь неправильно отрезается пасынок. Это не моя фотография, это я взяла из журнала для того, чтобы показать пример, что неправильно. Нужно оставлять 1 сантиметр. Не рекомендую выламывать пасынки. Почему? Потому что на этом же месте может вырасти новый. А вот оставлять маленький пасынок 1 сантиметр, этого достаточно. Вот, теперь еще что хотелось бы сказать о пасынках. Все у нас. Что нужно еще по агротехнике? Так, лук, свекла.
Я не сказала, что ложить в посадочную яму. Вы знаете, последние годы я стала ложить крапиву. Мелко измельчу, немного. Вот в огурцы и тыквенные культуры я ложу много прям такую вот большую гроздь. А в томаты, достаточно 4-5 листочка. Это тоже как дополнительное удобрение, дает им стимул. Ложу также в посадочную яму банановую кожуру. Все остальное, как при посадке других культур. Чем я поливаю, подкармливаю томаты? Томаты, в отличие, конечно, менее такие прожорливые, как перец, да, но тоже, знаете, земля-тарелка, что в нее положишь, что и возьмешь. Поэтому вот томаты я подкармливаю 1 раз в 2 недели, готовлю специальное зеленое удобрение, это замачиваю крапиву, любую траву, у которой нет семян, очень хорошо одуванчик, добавляю немного помета, либо коровьего жидкого вот перегноя, в общем, любую органику еще дополнительно, и вот таким образом поливаю, подкармливаю. Еще подкармливаю, во-первых, для того, чтобы есть несколько таких маленьких хитростей для того, чтобы томаты быстрее созревали на корню. Это вот в эту же воду для полива можно добавлять 10-15 капель йода. Йод я использую не только при поливе, но йод я еще использую, делаю такой раствор, примерно 3 раза за сезон. Это на ведро воды 20 капель йода, литр молока или сыворотки, которая получается, вот готовите дома творог, либо сыворотку можно купить на рынке, и лучше, чтобы она даже немножко так постояла, чуть прокисла, да, очень хорошо, тоже как предотвращает от фитофторы. Иногда добавляю золу либо в раствор, но, как правило, на даче нет времени за всем ухаживать, поэтому можно просто посыпать вокруг куста золу. Зола тоже содержит калийное удобрение, кальций, много микроэлементов, и это хорошо для томатов. Кстати, ложку золы примерно ложу в посадочную яму. В прошлом году 1 раз я вам говорила, что мы работали с научно-производственным предприятием Башинком, и вот я познакомилась в прошлом году с микоризой. Мне очень понравилось. Это такой гриб, который как бы прирастает к корням и примерно может получать влагу и полезные вещества до 3 метров. То есть разрастается так же, как грибница в лесу. Мы живем в таком регионе, где практически все грибники знают, что такое грибница. Вот это также позволяет, увеличить питание для томатов. Так, время мне уже говорят, ой, я вам не рассказала, очень много еще. Значит, о формировании так вскользь коснулась. Прищипываю точки роста. Где-то в августе месяце, в начале августа я обязательно прищипываю макушечки у всех и убираю все цветоносы для того, чтобы те томаты, которые уже завязались, они дозарились, налились и успели вызреть. Так, и еще одну секундочку. Вот, есть еще один способ, он, кстати, годится и для винограда. На ведро воды 1-2 столовые ложки соды, обычной пищевой соды, и опрыскивать. Это тоже ускоряет созревание томатов, улучшает сахаристость, вкус и так далее. Очень жаль, много. Но в целом я, в общем, то, что рассказала, смотрите ролики, там очень много полезной информации. Специально выложила, наверное, около 20 роликов. Наберитесь терпения, все их посмотрите. Всего вам доброго. Спасибо, Лариса И хорошего Григорьевна. урожая. Спасибо, Лариса Григорьевна, Владимир Алексеевич. И в
конце, опять же, некоторые книги хочу порекомендовать по сегодняшним темам. Первая книга «Борьба с вредителями и болезнями садовых и огородных культур». Здесь рассмотрены методы борьбы с основными вредителями и болезнями плодовых огородных культур. Кроме химических средств предлагается отвары, настои трав. Также описаны профилактические работы, снижающие вероятность заболеваний и уничтожающие вредителей. По томатам. Такая вот книжка Кондратьева Ирина Юрьевна «Томаты. Сорта, посадка, уход». Как вырастить здоровое растение, какой сорт выбрать, для каких целей он подходит. На эти и другие вопросы читатели смогут найти ответы на страницах этой книги. Автор – кандидат сельхознаук, старший научный сотрудник селекции семеноводства овощных культур. Еще одна маленькая книжечка, карманная, называется «Томаты. Агротехника возделывания. Подробное описание сортов». Автор Скворцова. Здесь описаны биологические особенности томата и его требования к условиям произрастания. Представлены многочисленные сорта для выращивания в нечерноземном районе. И еще одна книга «Все о помидорах. Теория, советы, практические рекомендации». Автор Тимофеева Светлана Федоровна. Это самарский овощевод-любитель Тимофеева. Книга посвящена выращиванию помидоров. Характерная особенность книги – это практическая направленность. Какие разделы содержит книга? Сорта, семена, рассада, теплица, грунт, балкон, агротехника, болезни, вредители, заготовки и полезный опыт. Такая вот книжечка. На сегодня у нас все. Следующее занятие состоится 3 марта, в следующую среду. Смотрите нас на этом же канале. Всего вам доброго!